Добрый день. Наверное, тема актуальная, да, донорство. Со многими я уже знаком, пересекались. Я работаю с 2016 года координатором по области. За этот период у нас было 16 доноров по области. И в среднем вы можете считать, что если один донор дает 5 жизней, то есть мы спасли 80 жизней, находящихся в листе ожидания. Сейчас они живут обычной жизнью, так же, как и мы с вами сейчас. То есть мы не зависим ни от какого аппарата, ничего такого. Вот, мы живем и радуемся. Но, к сожалению, с годом количество нуждающихся в листе ожидания растет. Вот. Именно поэтому очень важно об этом говорить, очень важно это понимать, что такое донорство, что это спасение, что это выход из тяжелой ситуации реципиента. Вот. И на данный момент я вам скажу так, что у нас уже практически 4200 находится в листе ожидания. Кто-то выбывает ежегодно, кто-то прибывает, поэтому эта цифра колеблется, но по большей части она увеличивается, потому что люди не дожидаются органы и умирают. Вот. Те, кто, я как сказал уже, мы 80 человек помогли, они живут и радуются своей жизни. Вот. Это по Казахстану. По нашей области, получается, я сразу скажу, по нашей области 216 человек у нас стоит в листе ожидания. Из них 205 это по почкам, 8 печень, 2 сердца и 1 легкое. В целом по Казахстану преимущественно, как я говорил, что и в Павлодарской области, то есть по почкам, да, и в целом по почкам у нас большое количество по Казахстану, это 3700 с чем-то человек находится только по почкам. Остальные, получается, это уже печень, 170 где-то и так далее, получается, сердце, легкое и набувание. Вот такое вот. Дети у нас 100 человек по Казахстану, а в области 3 ребенка нуждаются в почке. Самое большое время ожидания сколько? Кто больше всех ждет и что ждет? Смотрите, почему вот здесь сразу напрашивается вопрос, а почему по почкам, да, по почкам спасение идет, гемодиализ, знаете, процедура такая есть, которая очищает кровь, и они живут 10, 15, 20 лет. Чем больше они находятся на диализе, тем меньше вероятность трансплантации, потому что при получении гемодиализа структуры, там, мочеточник там, суживается, в общем, и пересадка уже как бы сложно это сделать, поэтому чем раньше, тем лучше. По сердцу могут они до года, до 2 лет ждать, но есть такое понятие, как ургентные пациенты, которые они до суток, и они погибают, такие есть. Но по почкам, которые нуждаются, у них есть спасение, это гемодиализ. Но что это за спасение, если, тоже спасение, хорошо, да, они живут на гемодиализе, но они прикованы к больнице. Они в понедельник, среда, пятницу ходят на гемодиализ, им также плохо, у них гемоглобин падает. В общем, эта жизнь, они выживают в тех условиях, которые должны жить, но хотели бы лучше, и поэтому они ждут эти органы. Сколько было у нас вот в этом году и предыдущем, скажем, потенциальных шансов, что человек мог бы, погибший, стать донором? Конечно, очень хороший вопрос. Почему не стал? Смотрите, за 2024 год по области было 13 потенциальных доноров. Из них 3 человек дали согласие. Родственники. И теперь еще один момент, внимательно, это 2 было выявлена инфекция. К сожалению, у нас инфекция является противопоказанием для пересадки. На Западе практикуют такое. Там принцип такой. Пересадка инфекции на инфекцию, гепатит на гепатит, ВИЧ на ВИЧ. У нас пока еще это мы не делаем. Вот. Но уже насчет этот идет вопрос, чтобы мы могли и имели право уже как бы пересаживать такое, по такому принципу. То есть инфекция на инфекцию, потому что у нас людей, доноров очень мало крайне. По статистике у нас донорская активность 0,2% на 20 миллионов населения. Тогда как в Иране 89 миллионов населения, донорская активность 20%. И здесь нельзя говорить о религии, религия не запрещает. Это все человеческое понимание, отношение вот к этому. Из этого опять же вытекает проблема, да, то есть люди боятся, что это будет коммерциализация, недоверие к медикам, что и путаница с тем, что кома и смерть мозга. Они думают, что это кома, но это совсем 2 разные вещи. Вот.
Кома – это еще как бы возможно обратимое состояние, а смерть мозга, чтобы поставить его, это очень сложный процесс, длительный, и его врачи ставят. То есть, если этот диагноз выставляется смерть мозга, здесь никакого недоразумения, врачебной ошибки не должно быть. А вот эти 10 случаев, почему вы отказались? Как вы объясняете? Вот один из моментов – это вот коммерциализация. То есть думают, что эти органы пойдут тому, кто заплатит больше. То есть, понимаете, вот такой вот принцип. Хотя, в чем отличие, вы же тоже, наверное, прекрасно понимаете, что здесь рядом с вами сидящая, допустим, если взять мою почку, она может вам не подойти никому. Понимаете? Это тканевая совместимость. Решает большую роль при пересадке. То есть невозможно это сделать. Ну никак, понимаете? Вот. Могу добавить, у нас, когда мы разговариваем с родственниками потенциальных доноров, говорят просто, как мы его сейчас отдадим, чтобы его резали. Некоторые религиозные аспекты бывают, что по религии нам запрещено отдавать донорство. Хотя ни одна религия в принципе не запрещает донорство. В мусульманстве тоже сказано, либо было намерение правильное. Вот. Кто-то почему-то считается донорство как не знаю, как что-то порочное, что ли. Если дал согласие своего родственника донором отдать, в смысле мужа, отца, то как будто бы что-то плохое совершил. Такого. Хотя сейчас к этому идет, некоторых доноров даже у нас, по-моему, награждали, да, родственников доноров. Не финансово, а именно почетная грамота, медаль за то, что дали согласие, чтобы их родственник подарил жизнь людям другим. А вот эти там случаи, которые согласие, там не было случайно тех, кто сам человек оставил при жизни документальное согласие на землю? Нет, к сожалению, вот я сейчас даже сразу скажу на этот вопрос. У нас по Павлодарской области 6700 отказов и 303 согласия. Цифра низкая, сами понимаете, в нашей области какая цифра, да, и люди не изъявляют это, свое согласие, не идут ни в поликлинику, не изъявляют, и ни электронно тоже не пользуются этим способом. Раньше была презумпция согласия, знаете, наверное, такое понятие, то есть если ты свою волю не изъявил, значит ты донор. Потом была шумиха, скандал, презумпцию согласия убрали, и сделалось как? Если же у родственников спрашивается свое согласие, тогда здесь вопрос, смотрите, какой двойной отказ получается, смысл этого у нас донорства не будет, потому что даже если, я сказал да донорству, да, любой другой, давайте это пример, да, смерть мозга наступает, да, вот, он изъявил при жизни свое согласие, а родственники говорят нет. По нашему закону мы не можем ничего сделать, понимаете? А они идут вопреки мнению своего родного. Вот, а это у нас сейчас вот такой вот закон приняли, понимаете? Вот ситуация. Мнение родственников решающее, не мнение человека, если он оставил, условно назовем это завещание или как? То есть его мнение уже не учитывается, если там родные сказали? Согласно нашему сейчас законодательству, даже если он изъявил свое согласие на донорство, спрашивается согласие у родственников, если не дают его, мы получаем. Вот видите, хотя в мире везде либо презумпция согласия, либо презумпция несогласия. То есть, если ты не изъявил, значит ты не донор. Это презумпция несогласия получается. А презумпция согласия, это, то есть, если ты не изъявил, значит ты донор. Вот такая вот, два принципа. Что-то с этим сделать сейчас? Как? Вы пытаетесь что-то с этим сделать? Обязательно. Мы занимаемся с информационно-разъяснительной работой, с телеканалами, с телевидением, социальные ролики. Мы законы не принимаем, вы пытаетесь именно изменить несовершенство закона. Что-то предпринимать, какие-то обращения, правительство. Но это вопрос обсуждается в плане изменения и возвращения презумпции согласия. Вот такое вот обсуждается, но это на уровне, знаете, еще пока директор наш решает этот вопрос там, с депутатами, там, такого вот, знаете, с министерством. С министерством. Вы коллизию, что если человек донор потенциально дал согласие, его родственники против, вы не пытались разрешить? Это же именно законодательно. Не сколько мы, сколько наши директора, они с этим вопросом выходят в министерство, обсуждают с министром здравоохранения и так далее. Но пока пока вопрос, да. Да, то есть то, что сейчас существует, закон такой. Согласие, несогласие можно оформить в ЕГОВ. Зайти и там галочку поставить согласие на трансплантацию. Но опять же... сказать, сколько человек дали вот посмертное донорство согласие Русского? Есть такое?
Посмертное донорство? Ну, вот я... Согласие, сколько дали, напомните? 300. 303, да, и 6700 нет. Так в нашей области. Это наша область. А по стране? А по стране где-то, знаете, там где-то около 100 тысяч, ну, примерно. То есть южные регионы вообще прям в минусе. Это на его, да, делается? ЕГОВ или поликлиника? То есть 303 теперь, когда эти... 303 это человека, да, они сказали да. Но теперь, опять же, согласно закону, родственники скажут нет, понимаете? Могут сказать. Могут сказать нет. Мнение будет решающим. Да. А можно уточнить, каждый ли входит, кто может быть как донором? Как это, возраст или что? Старше 18 лет до 65 имеет право стать донором. Ну, 65. какие-то заболевания. Детского донорства у нас 65 нету. уже, наверное, все уже А если подчинено. дети, если дети? Я был в Прибалтике, знаете, когда обучение этот проходил, там и 70-летних нормально почки берут, согласие этот, и нормально, то есть пересаживают. И эта почка 70-летнего донора, она еще лет 10 проживет. Иногда бывают пациенты, которые физиологически крепче, чем даже Детское моложе. донорство запрещено. Коллеги, давайте как-то у нас как-то все сумбурно получается. Давайте как-то по одному, по два вопроса. Каждый по одному, по два вопроса. Майя, пожалуйста. Да, по детскому. Нет, давайте тогда то, что я хотела спросить. Вы можете четко проговорить, то есть из 13 человек, 3 человека стали донором, 2 не смогли, потому что у них была выявлена Инфекция, 8 верно. человек отказались, их родные отказались. То есть родные предпочли, чтобы органы жизнеспособные, которые можно было пересадить, простите, гнили в земле, чем кому-то дали жизнь. Вот это можете проговорить? И опять же, причина мышления людей, яд, какие-то свои патриархальные какие-то представления о коррупции и так далее. То есть более емко проговорить, почему люди не стали кому-то давать жизнь. И за какой период эти 3? 13 это за прошлый год, да, по-моему? 13, да, за прошлый год это была цифра. В этом году у нас еще пока не Вот было. эти 8 таких. человек, проговорите, пожалуйста. Вот не 80, 13, из них 10, получается, отказались, и 3 дали согласие, у 2 инфекция получается. И у этих 10, получается, тот, кто отказался, преимущественно процентов 80 было то, что это деньги, то есть финансовая, то есть какая-то сторона играла. Вот. Второе место это то, что все-таки, понимаете, они не верят, что это смерть мозга родственники. Они подходят, заходят в реанимацию, мы проводим, показываем, ну вот же, они говорят, сердце же бьется, монитор показывает, но мы поговорим, что это благодаря поддержке нашей, то есть препаратами держится. То есть если сейчас убрать аппарат ИВЛ, все препараты убрать, все, то есть жизни не будет, он сразу остановится. Вот в чем. Это второй момент. И третий момент, это уже меньшая часть, религия тоже вот, думает, что все-таки она запрещает. Ну, хотя мы тоже сколько проводим, сколько уже имамы выступали, да, то есть они говорят о том, что если ты делаешь добро человеку, то это нормально, в принципе. Вот. Денежный вопрос не проговорили. Денежный вопрос. Вот смотрите, что это, допустим, пойдет к какому-то бизнесмену, миллиардеру, вот такой вот, понимаете, что они бы и рады были бы помочь, если бы это пошло бы точно бы, допустим, ребенку. Но мы опять же проговариваем, и это естественно у нас в приоритете. Почка одна всегда пойдет ребенку в 100% случаях, понимаете? Вот прям почти под 100% это будет, ребенок получит почку. Вот. Но они в это не верят. То, что я вам говорю, вот, они скажут, ну, недоверие, понимаете? Что это все финансовая составляющая. Потом еще один пример, вот такой вот, знаете, вот отношения, да, вот мы ставим, не мы точнее, мы беседуем, ставят диагноз врачи, реаниматологи, там группа консилиум, да, родственникам беседу проводим, и родственники говорят, а если можно пересадить орган, мозг головной? Мы говорим, у нас было 2 таких случая, мы говорим, ну нет. Если бы даже такое возможно было, вы представляете, это же был другой человек. Это же головной мозг другого человека получается. Это уже не будет ваш родственник. Но пересадка такой, но при этом они сами отказываются от донорства. Вот как это назвать отношения, скажите мне, тоже вот сложное, да? Как? Они отказываются от пересадки органов, чтобы спасли других, но при этом спрашивают, можно ли мозг пересадить моему родственнику. Ну, видите. Еще раз, вот об этой законодательной, Базе. как я сказала, коллизии, да, что нужно же что-то делать, это надо проговорить. Проговорить, что мы сталкиваемся с тем, что независимо от того, что если потенциальный донор дал согласие, если родственники потом его отказываются, это согласие не имеет никакой юридической силы. По сути, это просто фикция. По сути, это бумажка никому не нужна, потому что решает родные. Ну, она нисколько не нужна, но это немножко дает нам, если донор дал при жизни согласие,
при разговоре, например, родственники отказываются, и мы, если наши координаторы республиканские, они смотрят по имени база и могут просмотреть, и говорят, что ваш родственник дал согласие. Это немножко дает нам плюс, то, что мы можем сказать, ну, ваш же отец, родственник согласился, может, все-таки подумаете во времени. Но действительно, да, но если они прямо откажут, мы не можем взять, к сожалению. Можете это прям проговорить? Проговорить? Да. Каждый гражданин Казахстана у нас, получается, имеет право дать свое согласие, либо несогласие на изъятие органов посмертное. Но, получается, если родственники погибшего не дают свое согласие, то мы не можем без них изъять органы в любом случае. И наше обращение ничего не... И наше обращение пока еще не услышано, скажем так, да, пока еще отрабатывается, разрабатывается с нашими администрацией, ведется беседа о том, чтобы вернуть презумпцию согласия. Либо презумпцию согласия, либо презумпцию несогласия. Согласие. Любое что-то из этого, По чтобы типу это что-то. было более юридически правильно. То есть, вот такое. Как по опыту Беларуси, наверное, сказать. Там законодательно поставлено, что все являются донорами. Вот можно Да. сразу тогда по Беларуси? Страна близкая нам, скажем так, исторически. Но большинство наших жителей, которые болеют чем-то и нуждаются в пересадке донорской, Едут туда. получают здесь, едут туда. Потому что там они быстро, Получают. за 3 месяца эту очередь проходят. Вот как смогли там организовать? Только за счет презумпции согласия, может, есть какие-то другие элементы, в том числе работы с населением, как-то, не знаю. Или это там все чисто батька сказал и все. Вот смотрите, здесь такой вот первый вариант, это то, что они давным-давно начали этот процесс, то есть созревание, процесс мышления, скорее всего, видимо, поменялся на том еще уровне, какие 80-е, допустим, 90-е годы. Да? Это, у нас официальная статистика с 2012 года началась пересадка органов, у них с 80-го, то есть понимаете, какой временной промежуток сыграл свою роль. Вот то, что мы сейчас с вами делаем, может, лет 10-20 еще поговорим, может быть, потом наша будет страна тоже такая же передовая, как и Беларусь. Но они молодцы, они добились, и наши казахстанцы едут туда на пересадку. Более того, это страна номер 2, где происходят пересадки. Первое место это Испания, второе это Белоруссия. Это достижение, это... Скажи, что законодательно там что можно. А? А наши за деньги едут? Да. Наши едут, получают За коммерческую. деньги. Коммерческое только. Да. Они свой лист ожидания закрыли в Беларуси. Ничего себе. Но вот за счет чего? Только за счет законодательства? Законодательство, ну и я так как говорю, сознание людей, то есть, понимаете, это у них раньше началось. Вот у нас, говорю, у нас были пересадки в Казахстане, 78-й год, первая, по-моему, пересадка почки была. Но это было такие, знаете, то есть была, а официальная история началась с 2012 года, то есть 13 лет получается. Вы знаете, у меня такое впечатление, я помню ваши первые брифинги, и первые 3 года у нас было несколько случаев, что павлодарские родственники соглашались, мы писали про Да, это сейчас, все. да. А сейчас обратная динамика. Куда это? Как? Смотрите, это вот у нас, знаете, когда это не только у нас началось, по всему Казахстану, ковид пришел, вообще просто, у нас был год по нулям просто в республике, вообще не было. У нас был пик, вот я когда начал, 2016 год, 4 донора в год, 2016 4 донора, 2017 4 донора, представляете, 2018 2 донора, 2000 и дальше пошли тоже по 2 донора. Потом пришел ковид, вообще прям все под ноль пошло. В 23-м году мы 2 донора дали, да? Там врачи целое ОПГ выявили, который донор. Да, вот они, кстати, это тоже этот случай. Вот, ну они как бы, они Повлияли выявили это, всякие. но это были какие-то, что, иностранцы или кто, ну, они, понимаете, они не относились к нашей официальной организации. У нас же есть своя организация, то есть мы это все на базе больниц происходим, да, то есть вот такое, мы не боимся этого, мы разговариваем со всеми, то есть это провернуть дело на какой-то больнице, ну просто нереально, невозможно, и кто на это пойдет. Во-вторых, это большое количество людей в этом задействовано, понимаете, это иммунологические лаборатории, санавиация, это все же все... Извиняюсь, конечно. Транспортировка, это, понимаете, это огромный, объемнейший процесс, чтобы совершить вот это вот все, понимаете? Вот. И там, которые вот эту вот бригаду поймали, я даже не знаю, там, ну, может быть, она и была, там, чем они занимались точно, я сказать не могу. Вот. И кто это точно был. Вот. Поэтому для того, чтобы поймать кого-то на какой-то базе, там, что это, ну, это невозможно, никто только на такое не пойдет. Я хочу спокойной жизни, допустим. Если у нас его нет, как это дадите? Понимаете, Часто погибают в авариях. Если
Вот, Вопрос пока тоже он прорабатывается. Он прорабатывается да, на- пока еще нет детского донорства. Это, знаете, это очень тяжело. Даже к родителям подходить, вот к матери, и сказать то, что диагноз смерть мозга, это настолько, ну я не знаю. Я говорю, после первого случая хотел уволиться с этой работы, потому что, знаете, когда с первым донором я проработал, я выгорел настолько, что не думаю. А знаете, что мне помогло? То, что я когда узнал, что наша команда спасло 4 человека, включая одного ребенка. Вот это мне дал такой, знаете, импульс, толчок такой, у меня еще даже такое настроение под ним приподнялось, потому что это, вот. А в детстве, понимаете, чтобы, я не знаю, я бы, наверное, не смог бы подойти к маме или отцу, там, сказать, что, блин, у вашего сыночка или дочки, там, 4, 5, 6 лет, у него смерть мозга, и что мы можем спасти другого ребенка, того же, допустим, возраста. Но это очень сложно. Но, тем не менее, мы работаем над этим. То есть законодательная база идет, однозначно здесь будет год, 2, 3, 10, пройдет 15, мы придем к этому. Детскому Сейчас какого возраста дети получают? То есть, почку взрослого же можно же грудную, может, не переснуть, там даже 5-летнего. Конечно. Дети получают в основном перитониальный гемодиализ такие. Они ждут, растут, 12-летнего возраста, 10, даже, по-моему, 9 было летнего возраста. Но это опять же, смотрите, они же все смотрят. Если человек 100 килограмм, соответственно, примерно почка там будет у него большая размера, да? То, соответственно, она подойдет где-то более старшего органу, да? А если, допустим, донор 50 килограмм или 45, то есть, совсем, там, соответственно, почечка тоже такая, соответственно, по более меньшему, понимаете, здесь все играет роль, рост, вес, группа крови, прям все, чтобы подойти и сделать эту пересадку, это на словах сказать, пересадка, трансплантация, а на деле это объемный процесс, и для того, чтобы ее пересадить, это и взвесить надо, и сколько на ИВЛ находился, и даже если родственники дадут согласие, не факт, что мы сможем эти органы изъять и пересадить. Там может быть инфекция, там может быть уже полиорганная недостаточность, которая, все, он уже изжил из себя, да, если это будет 60-летний донор, да, допустим. Образ жизни у всех же разный же. Вот, поэтому родственники скажут да на изъятие, у нас был такой случай, мы не смогли. А вы расскажите по пересадке печени, это же есть родственная, у нас есть статистика, сколько наших... У нас не было пересадок печени родственной, у нас была пересадка почки. Между прочим, донор с Северо-Казахстанской области в этом году, у нас было по Казахстану 4 донора уже. И один из доноров Северо-Казахстанской области досталась почка нашему Экибастузу. Прижизненные почки есть. От донора, получается, с Северо-Казахстанской области, с Петропавловска, по типированию совместилось, и этот реципиент Экибастузис срочно вылетел в Астану, и ему пересадили эту почку 85-го года рождения, молодой. И Это вот недавно это было, февраль, по-моему, февраль. Мы еще и хотели, почему сделать этот впервые, получается, от посмертного донора по Павлодарской области досталось, да, Экибастузу. Мы хотели сделать такую информацию, провести, чтобы от реципиента услышали люди, что это действительно это не какие-то там деньги, это не играет роли. То есть обычный Экибастузис получил благодаря типированию даже долгожданный орган. И сейчас он будет жить, как мы с вами, радоваться жизни. А как часто сдают они материалы на типирование? Раз в 3 месяца они сдают. То есть все, кто стоят, эти 4000, они раз в 3 месяца сдают материалы? кто по почте, да? Кто по почкам? По почкам имеется в виду, да. Андрей Николаевич, вы сами подписали согласие? Да. А вы? Оформили, да. А я хотела все-таки понять, родственных у нас вообще за всю историю не было? Нет, родственная у нас была пересадка. В прошлом году был один, в этом году не было, в этом году от посмертного донора. Но они мало. У нас в основном, знаете, пересадки, вот если даже родственные, они уезжают, пересаживают. Понимаете, вот в чем проблема тоже еще. Коллеги, давайте другим тоже возможность дадим задать Можно вопрос. узнать, как происходит вот это типирование, как вообще отбирают донора, как выбирают кому достанется орган? Автоматизированная система есть такая, как она, Мисуда называется, да? Мы, если грубо говоря, у нас проверяется донор, Тринис. да, мы подаем информацию нашим республиканским координаторам, информацию с документами со всеми, отправляем туда анализы крови необходимые, и потом идет там автоматом подбор. Машина, не человек, машина, задаются параметрами, и она подбирает
по группе крови, по возрасту и так далее, и так далее. Потом, после лабораторных, соответственно, лабораторные данные совмещаются, и кому подходит, и потом уже находится. Там человеческий фактор вообще не играет. Мы тоже не можем играть, сказать, дайте нашему родственнику, дайте нашему Павлодарскому. Может, этот процесс надо показывать людям? Автоматизировать. Нет, как раз таки именно этот процесс, именно процесс подбора донора, он сделан именно так, чтобы человек не участвовал, чтобы не было Не влияние в пользу что-то, кого-то, сыграть, да, понимаете? родственника. Это чисто автомат должен все сделать полностью. Но знаете, я вам скажу больше, в ближайшем будущем, может быть в этом или в следующем году, работаем над тем, что если донор появляется в Павлодарской области, То в первую очередь органы будут распределяться по Павлодару, реципиенты. Вот это правильно, потому что у меня тоже вопрос, почему павлодарский донор стал донором для станицы, когда у нас тут в очереди 200 человек. Ну как бы, я Ну понимаю, да. что там по совместимости, но для человека, который не понимает, он будет вопрос такой, почему не наш? Ну тут еще смотрите, получается, доноры же могут жить в других районах, пересадку делать в Астане, например, да? Потом уже сердце. Бывает, он может не успеть приехать где-то метель, тогда другой донор идет, кто поближе. И они стараются, кто нуждается в пересадках, жить в центрах поближе, в Астане где-нибудь, где уже вот тебе позвонят ночью, ты должен прибежать, лечь срочно в больницу. А сколько времени есть? Ну, недолго. Сам максимально сколько? 2 суток, да, везли сердце. Когда дорога. Да. Ну, знаете, там же сердце, знаете же в чем? Такой этот трансмедикус аппарат, это мини-организм такой. Сердце бьется там, его подпитываешь там вообще кровью, там, то есть он живет там себе. Так вот, и потом его раз пересаживают. В Павлодаре могут любые операции по пересадке произвести или нет? А, У вас нет пользы. Для этого нужно обучение и получение сертификата обязательно. То есть, допустим, меня или любого другого врача взять, мы пока мы не имеем права и не можем в Павлодаре, да. По Будет кардиоцентру обучение. нашему у нас в задачах стоит, в будущем, по пересадке сердца. Вот поэтому я говорю, что этот... Здесь в Павлодаре пока ничего не можно посадить. Если есть донор, то все только восстановится. Ну, если взять Пересадка? такой опыт, как Астана, по Алмата? пересадкой, можно, как в Алмате сделали, у них появился донор, появился реципиент. Они пригласили бригаду со Астаны, приехала бригада, и пересадку сделали на месте в Алмате, на их кардиоцентре. имеется в виду. И больной То есть там, мы должны к этому можем, прийти? в принципе, к этому тоже прийти когда-то. Что у нас будет приезжать бригада, пока учить, потом дальше сами можем пересадить. Это сердце, Да. а почки же в регионах пересаживают. Нет, это, смотрите, у нас получается 8 организаций, или 8 или 6, где могут пересадить Астана, Алмата, Шымкент, Туркестан, Актобе. И получается, где-то 5 или 6 центров. Все, больше нигде пересадки не происходит. Вот. Это если мы сейчас с вами говорим о том, что касается смерти мозга, еще несколько лет пройдет, и вы узнаете о том, что есть еще понятие такое смерть сердца. Есть такое понятие DBD, то есть мы сейчас говорим, пока нам нужно выйти на смерть мозга, понятие, да, что люди об этом знали, но есть такое еще, просто вам скажу, это забегая вперед, есть такое понятие смерть сердца. DCD донорство называется. Вот. Но это прям экстренный случай, это нужно, когда сердце погибает, нужно срочно прям эти органы пересаживать от этого донора. Вот, есть тоже такое понятие. Это немножко такое отскок. Это крайне неудобно, что надо вот это делать, что в Павлодаре нет ни базы, ни специалистов, готовы привести. Потенциально-то база есть. Конечно, нам нужно к этому прийти, пока смерть мозга обеспечит павлодарцев, чтобы наши павлодарские получили долгожданный орган, да еще в целом в Казахстан, чтобы он вышел так же, как и Беларусь, по нулевому показателю, и чтобы потом в Казахстан могли другие тоже приезжать и допустим, пересаживаться. То есть вот то же самое по принципу Беларуси. Да? У нас для этого все есть, у нас специалисты обученные, оборудование есть. Все, что хочешь. Нам нужно только понять, насколько эта тема актуальна, что если взять человека, который болеет пневмонией, и мы дадим таблетку, и мы это вылечим, и будет все нормально, человек вернется к жизни, да, то есть лица, находящиеся в листе ожидания, которым таблетку дашь, они не вылечатся, понимаете? Здесь единственное спасение – это пересадка органа. Но нужно же еще сказать, что у нас не пересаживают, у нас нет бригады, потому что нет работы. Это же такая работа, которую нужно поддерживать знания. Не только сертификат. Конечно, конечно.
То есть, если, допустим, одну пересадку в 2 года сделать, ну, навыки, наверное, будут все-таки... Нет, Но в любом случае, они не будут сидеть просто так, поверьте, без работы. То есть, они будут ротироваться как-то по центрам, для того, чтобы эти навыки сохранились. Потому что это тоже дорого стоит обучить специалиста такому. Это огромные деньги нужно вложить. А чтобы потом он реализовал это нужна практика. Поэтому это, скорее всего, будет какая-то ротация, чтобы пациент, то есть этот врач не потерял свой навык. А есть статистика, сколько павлодарцев получили пересадку за деньги в других странах? Такую не собираем. Я вам скажу, у меня одна знакомая, получается, ее ребенок, они пересаживались в Белоруссии. Вот это точно. Некоторых людей знают, потому что мы все собирали деньги на эти пересадки. Всем городом, да, эти 60 миллионов. А вы прям официальной статистики нет? Нет, такого не сказать не могу. У тех, кто получил донорские органы, какие-то обязательства есть, по крайней мере, хотя бы какие-то не моральные, а социальные, что вести соответствующие... Не пить, не Нет. курить. Не пить, не курить, как-то Они на терапии находятся своей. Нет, такого понятия нет, что он, допустим, получил орган, ты подписался, что я не должен там это. Ну, такого нету на самом деле. То есть он получил орган, он... Ну да, это будет тоже, наверное, да, скорее всего, неправильно, если, допустим, человеку, страдающему алкоголизмом, да, который ему пересадит, и ему будет продолжать пить, а зачем тогда его делали? Это тоже правильно, кстати. Но такое прям, знаете, под черточкой нет, что он обязан, ну, никто, такого нет, прям четко. То есть получил орган, живет дальше. На терапии на своей. Да. А Постоянно. этот человек потом потенциально, ну так, теоретически может стать сам посмертным донором? Которая получила Который почку, получил. допустим, конечно, да. А и нет тоже такого требования, что если он получил, он обязан поставить согласие. Нет, такого нет. И эту почку могут Всё потом добро. пересадить кому-то. Почку не могут, а что-то... У него же, если, допустим, кому пересадили, другие органы можно пересадить. До 7 органов можно пересадить. Может, здесь только о донорстве или там о донорстве костного мозга тоже говорили? Или вообще? Нет, мы это сегодня только говорим это по другое. именно конкретно донорству. Стволовые клетки, Да. там, это все туда, это не к нам, конечно. Вообще у нас посыл к тому, чтобы ближе к родственникам, наверное, да, чтобы чаще давали согласие, чтобы подумали о том, что их родственник может спасти не одну жизнь, а 7 жизней. В том же исламе сказано, человек, спасший одну жизнь, как спас человечество. А получается, человек может спасти для 7 человечества, грубо говоря. Мы не являемся какими-то, как сказать, потрошителями, что ли, или какими-то... Как называют. Как называют, да, или какими-то заинтересованы коммерчески в этом. Мы идем к тому, чтобы улучшить жизнь других людей. Мы даже сами, как координаторы, в частности, мы не участвуем в процессе установки диагноза мозга. Мы координируем действия. Не имеем Мы права не имеем просто. права, потому что это будет считаться заинтересованностью. У нас по приказам по больнице создана комиссия. Я, например, прихожу на работу, узнаю, что у меня есть человек в запредельной коме. Я говорю, создаем комиссию, неврологи, реаниматологи начинают процедуру установки диагноза смерти мозга. Если нету хороших инструментальных, мы это делаем в течение 24 часов. Но у нас есть возможность сделать инструментально, КТ провести ангиографию сосудов мозга, что туда нет поступления кровотока, что мозг погибший. И тогда мы идем на беседу с родственниками. И опять же, по-хорошему, конечно, нужно побеседовать, отпустить домой с диагнозом, как бы, да, но у нас времени остается мало. Обычно эти пациенты начинают, вклинение мозга идет, мы их поддерживаем высокими препаратами, тониками и так далее. И в конце концов истощается, и органы страдают, те, которые возможно пересадку пойти. Если они потом согласятся, а мы уже не можем пересадить. Опять-таки, потому когда что они уже- соглашаются, а весь процесс мы вот это заявление, опять время проходит. Примерно 2 суток примерно уходит в среднем. А если еще зима, если самолет не летит, не взлетает. Ну, как у нас А был же был случай, случай. что мы ждали долго, да. Метель была, не могла остановиться вылет. Мы здесь, знаете, там, я в больнице жил возле донора, потому что он может спасти, а если он остановится, то есть потом будет мне вопрос, почему как бы я не довел этот. А у нас непогода была, а потом вроде бы как вылет был, все, вылетели. Здесь специалисты тоже остались на день, получается. И вот мы вот так вот ждали, чтобы погода нормально сыграла нам роль, чтобы мы смогли пересадить эти почки, ну или органы там другим. Даже погода бывает иногда против нас идет. Сердце отправляли у нас поездом, отсюда тоже уезжало. Это не погода все бывает, да? Вот такой последок по прошлому году. Смотрите, фактически из Павлодарской области в прошлом году
Да, да. И кто это, мужчина, женщина, сколько лет и сколько спасибо? И вообще, скажите, Ну. потенциальные доноры, они кто? Жертвы инсульты? Да, человек, человек, что Инсульт, это? да. Смотрите, в основном преимущественно это цереброваскулярные болезни. 70% где-то это инсульт у такого, да. Второе место это травматизм, да, то есть ДТП тому такое. И третье это уже осложнение, допустим, какого-то заболевания основного у пациента, оно перешло в смерть мозга, то есть это уже третье про это. В основном это все, это инсульт, вот, как правило. Вот. И вот по вашему вопросу, в прошлом году был у нас донор был на базе кардиоцентра, вот, и были изъяты 3 органа и успешно пересажены, это 2 почки и сердце. Достались они станчанину, потом карагандинцу, 3-й, по-моему, алматинец. А это женщина, мужчина? Был? Это мужчина. А сколько лет? 60, по-моему, да? 50, 58, где-то вот такое вот. Сердечный приступ, что-то? Нет, у него инсульт. Инсульт. Правильно я понимаю, что могут еще пересадить печень и роговицу? Да, изъятия печени было, но она потом не подошла по этим, как микроскопически, гепатоз там был. В общем. У нас в этом году, сейчас опять же, вот сейчас вот развивают вот, офтальмологическую трансплантологию. У нас был донор, у которого было изъяты 2 глаза яблока, и роговица была успешно пересажена. Это был, наверное, до ковида, 2018, где-то примерно год, вот такой вот. После ковида, конечно, все застопорилось, и в последующем произошли какие-то изменения в нормативно-правовых базах, и что роговицу перестали уже пересаживать. И в этом году пересадили 2 роговицы успешно реципиентам, которые страдали слепотой. Но, как правило, там не 2, 1 роговица, то есть пересаживается на 1 глаз. Вот так вот. Они стали видеть. Можно вопрос? Вот, кстати, вот они стали видеть, это очень приятно, да. Представляете, но это пока мы, опять же, на этом немножко на минутку другое, да. Вот я когда в Турцию ездил, да, видел случаи такие, что пересадка лица была, пересадка рук. Работник потерял руки в какой-то момент, да, где-то там на производстве, да. Ему пересадили руки, он был просто обычным рабочим. Руки пересадили, представляете, и он стал программистом работать. А вот представьте, как родственника переговорить так, чтобы он дал руки. Это ему уже нужно будет похоронить своего родственника без рук. То есть, понимаете, здесь такая ситуация, что была такая же еще вариант, матка пересаживали. То есть у женщины после осложнения сложных родов экстирпация маткой была, то есть она не могла уже потом рожать, да, ей пересадили матку донора. Она потом, конечно, были замеши, пытались забеременеть, там это, но на какой-то момент, на 6-й или там, не помню точно, 6-й, на 7-й раз она забеременела и родила. Но родила она, получается, ребенка сразу, и матка это удаляется сразу, потому что там кормление, знаете, да, вот, поэтому это нельзя. То есть вот такое тоже был случай. Вот такое даже бывает. То есть мы пока говорим сейчас просто печень, почки, сердце, да, пересадка, но в мире вот такое вот еще есть, представляете? А вот скажите, пожалуйста, вы так хорошо рассказываете, вы заинтересованы, а вот медицинское наше сообщество, 300 согласий на область. Медиков у нас, я думаю, гораздо больше, чем 300. Как так? Почему они не показывают пример своим решением? Ну вот опять же, я говорю... Ну, они же тоже люди. Все люди. Ну, Да. я понимаю, Мы но тоже медики такую сами же, не знаю, медики в любом Так. случае не более информированы. такую же просветительскую работу проводим среди работников и сами же. Так же, как сейчас с вами сидим, так же и с медиками сидим, чтобы они осознавали это, насколько нам важно, понимаете, это донорский процесс. Я говорю, вам стоит один раз только увидеть ребенка, который ждет, либо ждет орган, как он внешне выглядит, да, на самом деле трогает сердце очень сильно. И ребенка, который получил орган, допустим, и дальше продолжает жить, как меняется аура. Вот у нашего, получается, нашего донора с кардиоцентра в прошлом году получила девочка 14 лет орган, почку, а эта девочка перенесла 2 клинические смерти. До этого. Представляете? 2024 год, да? Да, она получила почку, и наш потом, когда ее выписали, эту девочку 14-летнюю, наш директор потом поехал в гости к маме и дочке, чай пили, болтали, то есть девочка-то радовала жизни. Приятно такие моменты. А девочка? А? А девочка?
Она астачанка. Потому что она, да, директор же по Астане же. Можно уточнить? Если человек при жизни подписал отказ на ЕГОВ, а потом его родные говорят берите, тоже действует? Нет, действует, да, его отказ действует. Ну, видимости отказ. Если не действует, а отказ действует. То есть, понимаете, здесь идет, и опять же, вот вы заметили тоже такой момент, что здесь идет против донорского процесса. То есть, понимаете, за отказ все больше идет. Те, кто принимает решения, они же тоже люди. Тоже боятся. Как-то с этим донорством опасаются. Нормативно-правового акта, который установит шнур первостепенного согласия родственника или самого донора. Точно не понятно. Вот видите, вот сейчас мы, ну, я так понял, что большая часть, которая здесь, они больше за донорство, да, а вот сейчас мы выйдем на улицу, и там общество будет такое же идти, они будут, ну, могут нас в угол загнать, ну, просто, да, понимаете, что есть такие люди, которые категорично нет, какой-то стереотип, понимаете, еще, кстати, очень важно, да, вот по согласию, то есть, если вы сказали свое согласие, что-то повлияло, допустим, да, вы изменяете, можете изменить свое на нет сказать, то есть, или, допустим, вы изначально сказали нет, случилось что-то, вы осознали, Бригада как вы может созрели, приехать. да, что это. Я родственники придут, скажут, а мы не отказываемся. Я бригада обратно с этого, что ехать. Грубо говоря. Тема сложная, актуальная, эта тема спасает многим жизни, но опять же, я говорю, когда я начал, вот, у нас в листе ожидания было 2800 где-то человек по Казахстану нуждающихся, а сейчас уже 4200, понимаете, цифра растет. Если мы будем развивать прижизненное донорство, родственное, да, сколько мы подвергаем, понимаете, опасности двух человек уже, они могут в лист ожидания обратно попасть. Его же родственник же, понимаете? То есть они, ну, допустим, мама и сын, мама дала почку, ну, допустим, сыну, да, они остались по одному почке, да. Пройдет 10-20 лет, они опять могут. Пройдут 10 лет, 20 лет. Насколько это увеличится у нас людей с одним органом? Мы же повышаем риск развития инвалидизации среди населения, понимаете? Вот. То есть нам нужно уйти к посмертному донорству, а не от прижизненного. Это очень важно. Известно ли вам случай, когда казахстанцы продавали свою за границей? Продавали? Ну, в принципе, Я такого не слышал, но я вам скажу честно, мне много раз звонили и приходили даже в плане того, что я как бы мой образ жизни хороший, я не пью, не курю там туда-сюда. И я, да, почку, говорит, могу, типа. Сама какая была очень? Он, по-моему, что-то около 100 тысяч, речь шла, долларов. Я хотела сказать, деньги. а если даже не за iPhone? Поэтому, вы знаете, здесь, до свидания. А число потенциально, вот выстроена как-то работа медицинской бригады так, что у нас число потенциальных доноров увеличилось. То есть, допустим, в 2016 году там смогли довести до больницы условно, или там довести до состояния удержать там, 3 человек, а вот в этом году 13. Или это всегда примерно одна и та же? Это примерно такая же, знаете, в среднем в год, вот в прошлый год был пик 13, позапрошлый год был где-то 7 или 8. При этом, опять же, еще, внимание, вот акцентирую хочу, в Павлодарской области много с инфекцией выявляется. Вот в прошлом году тоже было 2 донора с инфекцией. То есть позапрошлый, в прошлом году 3, то есть 2 донора, да, с инфекцией, а еще год назад тоже еще получается 2. То есть инфекция, и еще если год назад тоже там инфекция была. Тот, который сказали, да, но мы выявили инфекцию и не смогли изъять органы. Из-за чего? Какая инфекция? Какая инфекция? ВИЧ, по-моему, ВИЧ или гепатит, она является противопоказанием. То есть это не какая простая инфекция? тоже? Да, кстати, они уточнили, занимаются, да, что это... Вообще, кто не может быть не по возрасту донором, а по другим каким-то заболеваниям, то есть... Смотрите, ну опять же, то, что я говорил, донором не может быть тот, у кого инфекция, это ВИЧ, сифилис, гепатит Б, гепатит С, активная форма туберкулеза, заболевания нервной системы, расстройства, точнее, нервной системы, шизофрения, сопутствующие какие-то заболевания, допустим, тяжелые, как сахарный диабет, отягощающие с гипертонией, то есть они уже тоже, в принципе, могут не рассматриваться. Онкология. Онкология тоже противопоказана, кстати, вот точно, онкология. Шизофрения у него, если с мозгом, а печень, может, нормально? Ну, не я составлял противопоказания, но они есть по... Во всем мире не написано, у кого шизофрения. Ну да, это мы же наш ориентир идет на Запад же, получается, то есть оттуда мы черпаем базу. Но опять же говорю, Европа, США, там они изменили свое
законодательство о том, что они пересаживают на инфекцию, то есть изымают и пересаживают. А можно такой вопрос? А смотрите, если в какой-нибудь аварии погибнет бомж, да, условно назовем, средних таких условно лет, и с ним как поступать? Нет, его родственников не дали, не сказать не могут, нет? Кто? Бомж. Бомж. Смотрите, Неизвестные, которые получается. Неизвестно. Для того, чтобы привести этого, ну, как бы потенциального донора к донорству, нужна идентификация 100% случаев. Если он не идентифицирован, речи о донорстве не может быть. То есть бездомный не становится, даже если в аварии погиб, еще что-то. Да. Молодой, хороший нет. Но если у него есть документы, но нет родных, Но здесь, согласно нашему законодательству, мы должны, получается, спросить у родственников. Если у родственников нет, ну здесь, я вам сказать, уже не знаю, я, допустим, не возьму за это дело, потом мало ли объявится, да, через год, через два там какой-нибудь родственник, ну какой-нибудь, двоюродный, троюродный или четыреюродный, да, а мы изъяли органы, я не пойду такое, мне не надо. Зачем? Я хочу жить спокойно. Да. Да, четко должна быть презумпция либо согласия, либо несогласия. Все. И на этом осознанное мнение каждого человека. То есть, Таких такое. мы пациентов все равно пытаемся идентифицировать. Мы вызываем милицию, они ищут примерно, где нет, проживает. ну, одинокий какой-нибудь человек, там, просто не бомж, а просто одинокий человек, который Мы не сможем изъять. непонятно.